Он снимает это все на видеорегистратор. Это была именно его задача. Задержанный террорист Мухаммад Сабир Файзов работал в барбершопе и ходил в этнический ММА-клуб. Крупнейших терактов в истории России уехали на той же машине, на которой приехали его совершать. Я вам расскажу правду, о которой вам никто не расскажет. Краткий анализ терактов в Москве. 6 боевиков-агентов, 5 из них едут на белом автомобиле Рено Логан, а вот 6-й едет за ними на машине, но только неизвестно на какой. Он снимает это все на видеорегистратор. Это была именно его задача – ехать за ними и снимать, как его сообщники подъезжают к Крокусу, выходят из Рено Логан без водителя вчетвером и сразу же начинают стрелять с улицы. Это делалось специально, чтобы видеорегистратор заснял происходящее, что именно боевики вышли с этой машины, открыли огонь и что именно эту машину нужно искать. Следующей задачей агента-боевика на машине с видеорегистратором была максимально распространить ролик в сети интернет ровно через 2 часа после того, как остальные боевики зашли в Крокус. Чтобы начали искать именно этот автомобиль и чтобы у людей не оставалось вопросов. Водитель из Рено, который высадил боевиков-агентов, сразу же едет к тем самым таджикам, которых поймали, выдавая за террористов. С этими таджиками было заранее обговорено передать автомобиль и приличную сумму, чтобы они его перегнали на границу. Они не были в курсе планов терактов, они хотели заработать на перегоне транспортного средства. Водитель Рено передает таджикам машину и одежду. За сумму, которую им предложили, не проблема переодеться, якобы для того, чтобы их по опознавательным знакам пропустили через границу. Таджики, не зная того, что на данный момент происходит в Крокусе, выезжают сразу после передачи машины. Тот, кто передал им машину, водитель Рено, теряется в городе среди прохожих, выполнив свою задачу. Ровно через 2 часа распространяет видео с регистратора. Вот почему все удивляются, как можно было в пятницу в пробке так быстро доехать до границы. Потому что после выхода боевиков из Рено водитель сразу повез машину таджикам, которые не знали их планов и сразу же, взяв машину, повезли ее к границе. Естественно, все спецслужбы объявляют в розыск автомобиль с регистратора, который распространили в сети. В этот момент стрелявшие в Крокусе скидывают с себя форму, под которой обычная одежда, снимают бороды, есть даже утверждение свидетелей, что бороды у них были приклеены, и, сливаясь с толпой, выбегает на улицу и разбегаются в разные стороны. Спустя время ловят этих таджиков, которые думали, что просто перегоняют машину за деньги. Их начинают бить, пытать, допрашивать. Может, они и рассказывали изначально правду, но нам этого не покажут. Избив, сломав ребра, повредив внутренние органы, отрезав ухо и найдя в машине спрятанное оружие, о котором таджики не знали, они понимают, что их подставили. Но объяснять это разъяренным спецслужбам, отрезающим уши, нет смысла, и они подтверждают и сознаются во всем, в чем их обвиняют. Потому что за неправильный ответ прилетает удар. Таджики были выбраны не случайно, те, кто плохо разговаривают по-русски, либо вообще не знают языка. Соответственно, тех, которые совершили массовые убийства, спокойно разгуливают на свободе и строят дальнейшие планы. Ищите того, кто снимал видео на видеорегистратор. Такое могут придумать только подготовленные ФСБшники с навыками военных. И помните, пожарная сигнализация не сработала, полиция из соседнего здания не прибежала, террористы, ничуть не опасаясь, неспешно снимали показательные видео.
В 19:55 вооруженные боевики подъехали к Крокусу и открыли огонь. В 20:25 начался сильный пожар. Выходы были заблокированы. В 20:30 к зданию приехали полицейские и врачи скорой помощи. Сотрудники СОБР и ОМОН выехали к месту происшествия только в 20:33 и прибыли спустя 54 минуты. В здание СОБР зашли в 21:39, когда террористы уже давным-давно пили чай. Ответ очевиден. Подготовленная, хорошо спланированная операция путинских наемников. Ищите того, кто снимал на видеорегистратор. Если вам моя информация полезна и интересна, прошу финансовой поддержки на еду. Кто хочет и имеет возможность помочь, ставьте плюсик в комментариях, и я вам напишу в личные сообщения. خیلی دوستا ایشه چی بفهمی خطون دیدستیم با چشماتون видели да брат и сестры видели да видели. Задержанный террорист Мухаммад Сабир Файзов работал в барбершопе и ходил в этнический ММА-клуб. Кому не показалось странным, что террористов из Крокус-Сити задержали в Брянской области на той же машине, на которой они приехали? Только вдумайтесь в это. Как возможно, что люди, совершившие один из крупнейших терактов в истории России, уехали на той же машине, на которой приехали его совершать? Любой, кто хоть раз играл в GTA, понимает, что для отхода нужно использовать другую машину. Но террористы, подготовившие и исполнившие теракт ужасающих масштабов, не догадались подготовить вторую машину для отхода. И они не просто уехали на той же машине, но еще умудрились уехать на 600 километров от Москвы. 7 часов по федеральной трассе. И ни одна камера или пост ДПС не засекли белый Рено, фото которого только что облетели все средства массовой информации. Что это может значить? Ничего хорошего. Если верить официальной версии, то российские правоохранители еще более некомпетентные, чем могло показаться. Они не только проворонили теракт, но и часами не могли засечь террористов, передвигающихся на известной машине. Альтернатива еще страшнее. Пока по телевизору рассказывают, что всех исполнителей задержали и показывают каких-то бедолаг с трясущимися губами, настоящие террористы могут все еще быть на свободе, просто на другой машине.